К другим темам. Сразу в двух домах в разных районах Якутска людям приходится жить словно в парилке. Все из-за прорыва труб отопления. Горячая вода стекает по стенам, бьет под полами и создает опасную для здоровья и жизни людей ситуацию. Все подробности у Саргланы Захаровой. Трубы коммуникационные дома. Там где-то по дому прорвало, и оно все идет по всем этим стыкам. Вот все, здесь кипяток, все сюда проходит. В таких условиях многодетной семье Варвары Строевой приходится жить уже не первый месяц. По стенам бежит горячая вода, порт и ремонт, который хозяйка сделала совсем недавно, и дорогостоящие мебель и технику. Посмотрите в туалете. У меня потолок такой красивый был. Вот он вчера здесь все прокапало, это все вздулось, это теперь уже все испорчено. Это полностью скрывать надо, потолок и делать, правильно? Вот дырка, видите, я еще ее придерживаю. Это все проваливается, оттуда мыши вылазят. Здесь у меня дети живут. Вот уже сегодня не спали на кровати, вот кровать промокла. Как можно спать на мокрой кровати? А в соседней квартире дома по адресу Челюскина, 10 из-за постоянных течей уже провалился потолок. К счастью, никто не пострадал. Хозяйка квартиры перед Новым годом с малолетними детьми переехала к матери. Жить опасно, просто совершенно невозможно. Даже дышать невозможно в этой квартире. Мне пришлось покинуть квартиру, съехать с детьми отсюда. Вещи, все пришло в негодность, пришлось все выбросить там. Ну, я больше ничего не могу сказать. Ситуация усугубилась в начале января, когда управляющая компания на заявки жильцов отвечала отказом, ссылаясь на отсутствие работников в праздничные дни. Как прокомментировали в управе промышленного округа, управляющая компания взяла на себя ответственность по ремонту имущества жильцов. Аналогичная ситуация произошла в доме по адресу Кузьмина, 28. Трубу отопления прорвало внутри одной из квартир. Горячая вода каждый день льется из труб и испаряется в помещении. В злополучной квартире проживает пожилая женщина. Она призналась, что не спит уже несколько дней. Боится, что из-за влаги произойдет короткое замыкание, а там и до пожара недолго. Ну, сантехники пришли, принесли вчера трубу они новую. Когда сварка началась, а труба старая, вот к которому они все присоединили, начала все трескаться. В 5 часов утра смотрю, что-то лампочки. Все засверкало, а потолок-то тоже щелкает, а с него, видите, вода бежит. Дом находится в ведомстве управляющей компании «Плутон Вита». Ее директор винит во всех бедах самих жильцов. Однако, напомним, поддержание системы отопления в должном состоянии – обязанность управляющих компаний. Вина тоже жильца есть, что он заранее, видите, труба уже сколько, больше 40 лет не это самое. Я же не крот, чтобы под землей лазить там. Но у нас есть трубы, мы можем сделать вот это. Но эта квартира муниципальная. В управе Гагаринского округа знакомы с «Плутон Вита». Как они отмечают, это не первый дом, который страдает из-за их обслуживания. У нас Кузьмина, 17, там рядом стоит дом, который у нас чуть не замерз течи. Когда вызвали управляющую компанию, обслуживающую, это «Плутон Вита», да, приехали сантехники, у которых не было даже фонарика. Всегда, если есть проблема в доме, она в первую очередь проблема в управляющей компании. Терпение жителей лопнуло, и теперь они собираются подавать иск в суд. В управе пообещали помочь им в сборе всех необходимых документов. Сарглана Захарова, Айтал Никитин, Александр Слепцов, НВК «Саха», Якутск.